В воскресенье, Божий день, робить нельзя, Бога только гневить. Так я и тут отдохну. Соткать поясок с кистями, связать теплые варежки, из молодой березки вырезать ложку, да корзинку из ивовых прутиков сплести. Удобные и прочные в употреблении эти вещи вносят в жизнь тепло, уют и красоту. А еще каждая несет особый смысл. Наши мастера украшали эти изделия резьбой, росписью и свято верили, что они обязательно в нашу жизнь принесут добро и благополучие. Ложка, например, пожелания сытой жизни дарят с приговоркой «ложечкой хлебай, меня не забывай» или «кого люблю, тому ложечку дарю». Самый нарядный поясок только на горку. На вязаных изделиях чем больше узоров, тем богаче считается. Устилимские мастера встречают гостей сценами из жизни и рассказом о традициях. Вырастить, шерстку с нее вот так вот состричь, шерсть шингать, чепать, чепахи, кудельку на прялку привязать, прясть, скать, да в клубок смотать, а уж только после вязать. Устилимский район – это уникальный уголок старообрядческой культуры, этнографическая и фольклорная жемчужина русского севера. Здесь по-прежнему носят традиционную одежду, сохраняют самобытные праздники – горку, петровщину. Бережно хранят и передают из уст в уста песни, обычаи, обряды, знания и умения. Именно поэтому село стало местом для встречи федеральных экспертов в области старообрядческой культуры, как неотъемлемой части христианской истории. Старый обряд и старообрядческая культура – это действительно уникальнейшее явление, имеющее огромный международный охват. В силу своего происхождения, у меня простое устильское имя Мигель Паласио, но мои корни в Южной Америке, в Колумбии. И когда я путешествовал по Аргентине, по Бразилии, я помню огромные многочисленные поселения старообрядцев, которые в силу всем нам известных причин еще во второй половине XIX века были вынуждены покинуть тогда еще Российскую империю, и они нашли теплый приют во многих странах мира, в том числе в южноамериканских. Бразилия, Аргентина, Уругвай, Боливия – это уникальный феномен, я бы сказал, присутствия российских соотечественников вообще в мире. Старообрядчество во времена политических и социально-экономических реформ 20-го столетия считали пережитком вековой отсталости. И целый пласт самобытной культуры мог исчезнуть, если б не настойчивость ее приверженцев, в том числе устилемов. Староверы России уходили на окраины страны и за ее пределы. Интегрируясь в местные сообщества, они сохраняли прежде всего конфессиональные традиции. Двухперстный крест, староцерковные книги, иконы. И вместе с тем передавали народные обряды, которые регулировали их повседневную и праздничную жизнь. Одним из идеологов старообрядчества, человеком твердой веры, был протопоп Аввакум. Священник не смирился с церковной реформой, проводимой в стране патриархом Никоном, за что в 1667 году был сослан в Пустозерск и приговорен томиться в земляной тюрьме. К 400-летию со дня рождения выдающегося человека и приурочили встречу на Устилимской земле. Вся страна готовится к этому юбилею в той или иной степени. Вот сегодня мы в республике Коми, у старообрядцев. Мы планируем следующее наше мероприятие в республике Бурятия. Надеюсь, что это случится, и ситуация нам позволит провести их очно, в очном режиме в сентябре этого года. Ну и в октябре мы планируем целую серию мероприятий, главных праздничных мероприятий, конечно, в Москве и в Калужской области. Кто такой протопоп Аввакум? Конечно, это не только религиозные деятели, не только эту дату мы связываем с этим направлением его жизни, но и это абсолютно гениальный русский писатель, с творчеством которого связан важнейший этап формирования русского языка и литературы. Его перу принадлежит первое литературное произведение на русском языке – автобиография «Житие протопопа Аввакума» и еще более 40 изданий. Большая часть оцифрована и доступна в Национальной электронной библиотеке. Приверженность старой вере и почитание протопопа Аввакума объединяют не только староверов России, но и всего мира. Подтверждение тому – слова жителя Бразилии, с которым участники встречи общались по видеосвязи. Для меня все это ново. Мы живем за пределом России. Для нас Россия это стало не так давно мы стали знать про Россию. Именно я побывал первый раз в 2018 году в России. Вот
Для меня сейчас это, скажем, вот про то, что протопоп Аввакума, где это было все, это сейчас только я начинаю узнавать. Хотя у нас это все в книгах, в наших писаниях есть, но мы не знали, где это было и где оно действовало. В этом году в России впервые выделены средства на реставрацию объектов наследия старообрядческой культуры. В самой Уссыльме на берегу реки Печоры установили памятный крест в честь великого протопопа Аввакума, ставшего символом стойкости, веры, мужества и крепости духа. Наверное, в жизни все не случайно, и мы могли там в буднях и в делах каких-то быть совершенно в другом месте, но сегодня нам суждено было вот здесь оказаться, это большое счастье. Нет ничего святее и сильнее веры. Это память о наших истоках, дань уважения великому человеку и еще один вклад в сохранение уникальной старообрядческой культуры, отметил на торжественной церемонии Владимир Куйба. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.